У вас такая, получается, современная татарская тусовка, элита, интеллигенция. Как вот Тукай, да, был со своими друзьями, с Фатихом Амирханом. И как в такую тусовку попасть? Ладно, я буду говорить про себя, потому что все-таки мы разные люди, хоть и мы и вместе, но у нас немножко разные вкусы. Я ищу очень современно мыслящего, открытого человека, но которому интересна его идентичность, у которого внутри очень это зудит. «Властелин света» или «Лучезарный господин». Его имя можно перевести и так, и так. Кстати, не только луч, а может быть даже прожектор. У нас сегодня в гостях Нурбек Батулла. Айсылу Лерон, телерадиоведущая. Лейла Лерон, блогер, инстаграм-обозреватель. Беседуют с танцовщиком и хореографом Нурбеком Батуллой о современном танце как способе поиска национальной идентичности. Ну, Нурбек, расскажи нам, какие планы на будущее, есть ли планы переезда? Пока на данном этапе у меня вот максимально какое есть желание, связанное с заграницей, это какое-то время попробовать пожить или поработать, но так, чтобы навсегда или надолго остаться, такого у меня желания пока, во всяком случае, точно нет. А в России где-нибудь, если не в Казань, то где? Я провел 6 лет в Петербурге, и мне очень нравился Питер, но я с удовольствием вернулся в Казань, и недавно я начал преподавать в театральной академии в Петербурге, и езжу туда каждые полгода, но теперь у меня отношение к Питеру почему-то поменялось. Я как будто бы пытаюсь войти в одну и ту же реку, поэтому максимально комфортно я чувствую себя в Казани. Нурбек Батулла – танцовщик, хореограф, выпускник Казанского хореографического училища и Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В 2018 году получил главную театральную премию России «Золотая маска» за лучшую мужскую роль в номинации «Балет. Современный танец». Вместе с режиссером Туфаном Имамутдиновым, композитором Эльмиром Низамовым, хореографом Марселем Нуриевым составляет команду творческого объединения «Алиф». Вот у вас такая, получается, современная татарская тусовка, элита, интеллигенция. Как вот Тукай, да, был со своими друзьями, с Фатихом Амирханом. И как в такую тусовку попасть? Написать ВКонтакте, подождать 2 года. Я шучу. Нет, ну просто написать и прийти мы очень открыты. Мы, ну, на самом деле, очень... Ну, вы ищете каких-то Это людей. очень Вот лестно. Если ищете, каких именно? Что вот, чего не хватает? Да, мы так присматриваемся к ребятам каким-то, да. Ну, ладно, я буду говорить про себя, потому что все-таки мы разные люди, хоть и мы и вместе, но у нас немножко разные вкусы. Я ищу очень современно мыслящего, открытого человека, но которому интересна его идентичность, у которого внутри очень это зудит. То есть не просто его интересует, кто его предки, там, а вот прямо это не дает ему нормально спать. Ну, такой неравнодушный. Да, неравнодушный к своей идентичности, но при этом современно мыслящий, потому что... Ты встречал таких? Есть ребят? такие, да? Да, ребята? встречал их, ну, есть они? Да, мне кажется, их много. Да, ну, все, кто делает Таткульт Лаб, например, в Халеб, да, в организации Халеб. Я сейчас вспомнила, как ты стоял на сцене и получал маску золотую, да, и у тебя была футболка такая вот с надписью «Барбер». Что ты хотел этим сказать? Вот что вот... Тебе барбер
То, что ты получаешь награду, или что? Посыл. Я просто с собой взял другую футболку, которую хотел переодеть, но я ее забыл в театре в другом. Там была до этого встреча, у меня был там в рюкзаке пиджак и другая футболка с другой надписью «Make love, not war». Я хотел ее надеть, но она белая, типа более торжественная, но я все это благополучно забыл вместе с рюкзаком, поэтому я пришел в Большой театр в том, в чем приехал. Что ты ощущал на сцене? Это каково это такую награду получать? Ну, я ощущал большую ответственность, не за себя, а вот как будто сейчас я получил, там, не знаю, условные 2 минуты, и я могу вообще сказать, в принципе, все, что угодно, даже если это в эфир не пойдет, но все равно передо мной там 1000-й зал Большого театра, и там сидит вся элита русского театра. Но я не знал, что мне сказать, и единственное, что я заложил в себя, я думаю, надо обязательно сказать на татарском. И я, переволновался, мне казалось, что я уже очень долго говорю, хотя потом, оказалось, что очень... 30 секунд? Да, 30 секунд мне показалось, что уже я 5 минут стою и занимаю чье-то время. Я планировал перевести свою речь на русский язык, и переволновался и не перевел. Надо вторую маску получить, чтобы, еще раз попробовать, да? Одеть правильную футболку. Какая футболка, правильно. Нет, Не там вообще в забудь. футболках были только 2 человека. Это Марсель и я. Остальные были очень все нарядные, в рубашках, там, Пришли на в коктейльных платьях. Я очень удивлена, что ты сегодня Одетый. одет. Потому что Холодно просто. обычно ты в майке, да, в валенках, Да, сегодня да. как-то вот так вот, ладно. Я уверена, что к критике ты уже относишься спокойно, для тебя это вообще такая тема, критикуют, а мы и дальше идем. А как твои родные, жена, например, или родители реагируют на это? Тоже как-то философски. Нет, на самом деле бывают периоды, когда слабеешь, ты становишься уязвимым, и тогда ты начинаешь реагировать на критику. Такое бывает. Вообще мне хотелось бы, конечно, сейчас ответить, да, мне как бы все равно на критику, но это будет не совсем правда. Все-таки иногда она задевает, хотя если начинаешь анализировать, почему это происходит, из-за незнания, из-за нехватки опыта, из-за того, что наши условные критики, они сами не насмотрены, сами очень плохо ориентируются в современном искусстве, особенно в современном театре. И ты как бы понимаешь это, принимаешь, и уже это не так больно. Если говорить о современном театре, нет такого ощущения, что сейчас многие, оправдывая себя, что вот я хочу что-то сделать новое, делают откровенный шлак. То есть называют это современным искусством, но искусством это как таковым не является. Но вот как в таком случае человеку ненасмотренному понимать, что вот это вот искусство, а это нет? Это же тоже такой момент присутствует. Да, и по этому поводу философ Борис Гройс говорит, что современное искусство — это как раз полемика между профессиональным и непрофессиональным, то есть между высоким и вульгарным. Поэтому очень это хорошо, что есть разное. И как бы в этом преимущество, в этом сила современного искусства, в том, что он не делает цензуру. Alkışlarınız Batıra.
что я сейчас поняла, пока тебя слушала, что твои постановки, ваши постановки, они без твоего участия, возможно, и не будут жить, да? То есть ты не сможешь передать это кому-то другому, чтобы кто-то мой Нуриев станцевал, да, вместо тебя, также Алиф. Не надо, чтобы наши спектакли жили после нас, потому что это обязательно приведет к мертвечине. Обязательно это будет мертвая вещь. И Ну тому- не только после нас, нет, а даже вот сейчас. Это же невозможно повторить. Ну, то Даже есть сейчас. Другое же, никто же не сможет это. Даже я Нуриеву уже не смогу повторить. Мне очень часто, и, мое эго, конечно, всегда жалеет, что Нуриев там, да, не имел такого успеха, да, что был очень маленький прокат, очень мало фестивалей. Но тем не менее, надо быть искренним. Вот это важная задача для художника. Быть искренним, не идти на поводу своего эго и принять, что все, этот спектакль ушел. Вместо того, чтобы рефлексировать о прошлых спектаклях, лучше эти силы направить на создание новых спектаклей. Твои проекты, постановки, они больше татарские, национальные или вот общие? Мировое искусство. Хотелось бы говорить о тех вещах, которые нас волнуют, на понятном миру языке. Тут как бы дело формы еще, да, как бы по содержанию, может быть, наше искусство не очень отличается от искусства наших родителей, да, но по форме оно сильно отличается. И именно потому, что мы хотим говорить о тех вещах, которые нас волнуют и которые мешают нам спать спокойно на языке, который понятен продвинутому современному миру, а может быть даже всему миру. Мне кажется, надо ориентироваться на искренность. Если ты делаешь что-то искреннее, рано или поздно оно станет модным, а может быть и не станет модным. Интуиция, искренность — это главные инструменты, которые позволяют говорить на одном языке. Потому что в конце концов, прежде всего, все мы люди.